Рамиль Валерьевич, пожалуйста, вам слово для следующего доклада. Спасибо огромное, да, что предоставлена такая возможность. Я хотел поделиться своими некоторыми новыми изысканиями. Вот, это материал статьи, которая должна выйти в будущее время. Вот как раз наши башкирские коллеги, журнал «Проблемы востоковедения» очень благодарен за то, что предоставляет такую замечательную научную площадку высокого уровня. Вот, сегодняшний мой второй доклад посвящен роду Уйсюн, золотоордынского происхождения. На самом деле обращение к родоплеменному составу разных тюркских народов, изучению более подробно, оно позволяет более глубоко уточнить этническую историю этих народов. Вот, в частности, ногайского народа. Тема Золотой Орды, да, и преемственности России и Золотой Орды, она очень более чем, я считаю, актуальна. И вот одним из таких прямых наследников Золотой Орды является, естественно, ногайский народ, проживающий на Северном Кавказе и Нижнем Поволжье. В этническом составе его присутствует племя Уйсюн. Среди специалистов по этнической истории высказываются разные версии об его происхождении. В частности, Рамазан Хусейнович Кирейтов и мой соавтор Даниил Сейдахмедович Кадырниязов высказывали мнение о среднеазиатском происхождении древнего государства Усуней, Семиречье. Вот. Но несколько позднее появились более новые сведения. В частности, монгольский ученый Аюдай Начир считает, что племя Уйсюн имеет происхождение от монголов-дарликинов. Иное мнение было высказано Жаксылыком Муратовичем Сабитом, который связал их с монголами-нерунами. А в башкирских и казахских преданиях упоминается некий Байку Майкобей, которого Жаксылык Сабитов связал с Байку Хушином, военачальником Чингисхана. Интересно, что в анонимном достании Дафтар Чингиснаме, он в башкирском, упоминается как Уйшун Майкобей, и является породителем одного из главных башкирских племен, племени Табын. Согласно сведениям калмыцкого ученого Юсупа Идрисова, Майкобей упоминается и в ногайских родословных, в обнаруженных им документах Дагестанского госархива. Племя Уйсюн содержится в классических списках 92 племен Улусу-Жучи. В списке племен ногайских, упомянутых в монографии Владимира Шитрипалова «История Ногайской Орды», племя Уйшун считается одним из самых крупных и разветвленных, так пишет автор. Рашид Адин упоминает в Джамиат Таварих то, что при дворе Чингисхана служил некто Барагул Найон из племени Хушин, который от степени телохранителя возвысился до эмира правого крыла. В другом произведении Рашид Адина Шуаб Паджгана упоминается представители клана Хушин, прочие, которые возглавили правое крыло войска Бату-хана уже. Махмуд бин Вали, автор 17 века, произведения Бахар аль-Асрар, в составе войска Бату упоминает племя Усун, которое оказалось на западе. Следовательно, можно удостоверить, что Ушины или Хушины или Уйсюны, подданные Бату-хана, оказались на западе Золотой Орды. Другая часть клана Уйсюн оказалась в составе войск Шибана, это другой Чингизид. Об этом есть сведения Таварих Гузида. Племя Уйшун существовало и в Крымском ханстве. Так, в камеральном описании Крыма встречается топоним Терекли Уйшун, Товалы Уйшун и некоторые другие. В составе нынешних польско-литовских татар ногайского происхождения, происходящих из Большой Орды, встречаются знатные фамилии князей Юшинских. В ногайских фольклорных преданиях и эпосах упоминается богатырь Нукай из племени Уйсюн, в эпосе Адиль Султан и в эпосе Идиге. В эпосе Мусике Батыр, главный герой Батыр Мусике, также происходит из этого племени. Согласно Шежире крымских ногаев, который проводил Смирнов, общее название трех орд Едисан, Едушкуль и Ямбылык называется Татартоп, и в составе как раз встречается племя Уйсюн. Вот. И в этом Шежире упоминается, что у Байраса, сына Улуса, было три сына: Едисан, Едишкуль и Ямбылык. Матерью одной из них была некая Таксаба. Как известно, Таксаба — это название западной ветви кыпчаков-половцев. И вот как раз у башкирских кыпчаков Уран звучит как Тухаба, то есть Токсаба.
Вот. Все эти предания важны, потому что иллюстрируют раннюю историю ногайского народа. Интересно, что Татартоп легко идентифицируется как Татартуп и Верхний Джулат, которые находятся ныне рядом с селом, развалины его, Золоторынский памятник, рядом с селом Ольхотово в республике Осетия. Мы уже упоминали, что шибанидам, часть их, принадлежала племя Уйсун, и располагались они на границе Золотой Орды с владениями хулагидов. Вот это такая пограничная территория. Им принадлежал Джулат в качестве части владений, и они соперничали за него с тукатимуридами, которым принадлежали, опять-таки, территории Вилаята Черкес, Мангышлак и ордынский Хажитархан, которым наследует современная Астрахань. Известно, что в осетинских преданиях упоминается, что ногайцы соседствовали с осетинами уже в XIV веке. Согласно данным Рамазана Хусейновича Кирейтова, сославшегося на Исафата Барбара, одним из наиболее преданных Беклербеку Нугаю, его потомков, даже после поражения был Эль-Ас, часть из которого инкорпорировал в состав ногайского народа. До сих пор это племя, одно из самых многочисленных у ногайцев, племя Ас. Вот. Происхождение большинства нугаев от домонгольского населения, то есть от половцев, кыпчаков, куманов, оно уже подтверждается современными генетическими исследованиями. В данном случае есть захоронение как раз таки представителей Большой Орды XIV века, и палеогенетические исследования фиксируют, что в составе ногайцев прямые потомки этих людей наличествуют. Как известно, с приходом монголов кыпчакские кланы подчинились им и восприняли имена завоевателей. Так относительно потомков племени Уйсун можно сказать, что часть из них, она имеет половецкое происхождение, но подчинились монголам и взяли их имя. Уместно сказать, что существует еще один золоторынский памятник в Ингушетии, который называется могила Бургана, Бургакаши. И он тоже связывается с кыпчаками. Дело в том, что в составе ногайцев племя Уйсюн называется по-другому Уйсюн-Кыпшак. То есть это очень тесная такая связь. Получается то, что они находились вместе. Очевидно то, что монголам хушинам подчинялись половцы кыпчаки, и очень тесно взаимодействовали. Интересно, что среди топонимов Крыма и Добруджи встречается название Бураган. Кумыкский ученый Гусейнов считал тюменов, еще одна такая тема тесно связана, это тюменское владение на Кавказе. Кумыкский ученый Гусейнов посчитал тюменов домонгольским племенем. Владимир Четрепалов связывал их с кумыками. Однако мы можем реконструировать со своим соавтором Даниилом Седахмедовичем Кадырниязовым связь тюменов и уйсюнов. Дело в том, что татарский историк Дамир Мавлевич Исхаков считает тюменов ответвлением рода уйсюн. При этом в Тюмени, в Кавказской, как и в Большой Орде, имелся этот клан. Дело в том, что в метрике, литовской метрике, как раз таки князей Юшинских, князь Ибрагим Юшинский, перейдя в Великое княжество Литовское, он был вынужден подтвердить свое княжеское происхождение и сделал запрос в канцелярию, так скажем, хана Большой Орды, шейха Ахмеда, и тот прислал ему подтверждение, то что, цитирую, в Заволжской Большой Орде по крови им братья в Перековской Орде, Албак Салгатов сын Караман Мирза, Тюменским и Уйшенским князьям братья суть. То есть здесь мы видим, то, что род Уйшун, Тюмен, и они, и тюменское владение на Северном Кавказе, они очень тесно связаны. Действительно, эти правители Тюмен, из племени Тюменов, из племени Уйшинов, они часто встречаются вместе, иногда раздельно. В частности, упоминается некий Тукбуга Тюмен и Тюмен-Би, которую можно сравнить, и соотнести с Тюмен-Бием из Шижире башкирского рода Табын. То есть это, видимо, одно и то же лицо. В рукописи о вилаяте Татархана, который приводил Гасан Уразаев, знаменитый тюрколог, безвременно ушедший от нас, упоминается население этого тюменского владения, оно называлось Хажит Архан Ногай. То есть взятием Астрахани, это население, как мы говорили, оно ушло. Видимо, эта территория тюменского владения, она стала для них прибежищем. Эта тема очень такая долгая, мог бы занять много вашего времени, но я думаю, такие предварительные сведения, они будут интересны. Благодарю большое, спасибо за внимание.